следующем году в Инте будет построена новая газовая водогрейная котельная, которая повысит надежность теплоснабжения города, улучшит экологическую обстановку в округе и обеспечит подачу потребителям горячего водоснабжения надлежащего качества. Директор Коми филиала Т+, Сергей Добров лично следит за ходом строительства теплоэлектростанции и регулярно посещает Приполярье. На территории Интинской ТЭЦ развернулась масштабная стройка. Часть складских помещений, гаражей, ангаров уже снесена. Специалисты демонтируют здания и сооружения, расчищая земельные площади под строительство новой котельной. Коммуникации выносятся с территории будущей застройки. Разработана и согласована необходимая документация. В стадии завершения последний этап прохождения экспертизы. Получено положительное заключение экспертизы проектной документации. Направляются в администрацию, в адрес администрации документы для проведения общественных обсуждений, обоснования влияния на окружающую среду новой котельной, после чего, так как это арктический регион, по требованиям нормативной документации мы пройдем экологическую экспертизу и получим уже разрешение для строительства, для проведения уже непосредственно строительных работ. До того момента будем подводить временные коммуникации на время строительства, выносить какие-то существующие из пятна застройки и получать, вести мониторинг рынка по материалам, которые будут использоваться в будущем строительстве. Новый объект обеспечит надежность теплоснабжения Интинского теплового узла за счет современного оборудования с высоким уровнем автоматизации и использования газа в качестве топлива. Снизится негативное воздействие на экологию от сжигания угля. За счет использования газа многократно сократятся выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. Внедрение современной водоподготовительной установки с ультрафильтрацией позволит решить вопрос с качеством горячей воды в Инте. Конечно, газовая котельная необходима. Проблема началась еще с того, когда закрылась последняя шахта. На сегодняшний день ТЭЦ у нас работает на угле, и уголь везут из Хакасии. Что касается воды, в новой котельной сразу будет предусмотрена водоподготовка, то есть вода будет уже питьевого качества подаваться жителям. Жители очень ждут, поэтому мы надеемся, что строительство объявят, уже объявили, материал уже завозят, оборудование приходит. То есть 2023 год – это год, когда строительство будет начато, и очень надеемся, что завершено. Проект строительства новой газовой котельной в Инте реализуется ПАО «Т+» при поддержке правительства Республики Коми и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Это крупный и дорогостоящий проект, который реализуется в рамках масштабной программы «Т+» по газификации энергетики северных городов Республики Коми. Для нашего филиала это самый крупный инвестиционный проект следующего года. Общая стоимость проекта составляет порядка 1,5 миллиарда рублей. Плюс 500 миллионов с лишним – это привлечение федеральных денег. Поэтому мы думаем, что этот проект для Инты будет главным событием и 2023 года и с точки зрения качества теплоснабжения, и с точки зрения качества горячей воды в том числе. Потому что в проект включает в себя современную химводоочистку, мембранные технологии, ультрафильтрацию, обратный осмос. То есть все, что на сегодняшний день предусмотрено в химводоподготовке, оно будет все реализовано. И, естественно, это экологическая составляющая, которая для города Инты не так маловажна. Мы в прошлом году завершили проекты в Воркуте, и на сегодняшний день Воркута – это похоже уже на полярный город, который с чистым снегом. Надеемся, что Инта получит тоже такой же чистый снег. Строительство котельной синхронизировано со сроками реализации мероприятий ПАО «Газпром» по подводу газа к площадке Интинской ТЭЦ. До конца января специалисты планируют завершить проведение всех демонтажных работ. Параллельно осуществляется закупка и поставка оборудования. Уже получены 4 стальных вертикальных резервуара для хранения дизельного топлива объемом 1200 кубических метров каждый и 2 топочных блока для котла. На днях ожидается поставка еще 14 блоков, по 4 на каждый котел. Всего на новой газовой котельной будет 4 котла мощностью 160 гигакалорий в час. Также в объем поставки котельного оборудования входят площадки обслуживания, все опорные конструкции, трубопроводная обвязка, горелка для работы как на газу, так и на дизельном топливе.
все необходимые контрольно-измерительные приборы, системы безопасности и весь объем автоматизации с выводом показателей работы котла на рабочее место оператора и с возможностью автоматического управления котлом. Строительство газовой водогрейной котельной планируют завершить в следующем году. Это комплексный проект, который реализуется Минэнерго России, правительством Республики Коми, компаниями «Газпром» и Т+. После ввода в эксплуатацию нового объекта устаревшая угольная ТЭЦ будет демонтирована.